Знаете, изначально мы понятия не имели, что это будет, как это будет. Татарская песня в новом звучании, казалось бы, да? Но, безусловно, этот конкурс, он нужен был, он давно нужен был. И это переворачивает с ног на голову понятие о татарской эстраде в принципе. Вот это готовый саундтрек уровня, не знаю, «Титаника», «Телохранителя» с Уитни Хьюстон, уровня «Гладиатора». Вот я уверен, что если это показать какому-то голливудскому продюсеру, вот этот номер, он его возьмет. Поджемили и сделали. Сила джема. Все как один сказали, захотелось начать слушать, то есть мы вот прямо привлекло внимание. Вы знаете, мурашки по коже. Это искренне, потому что я вспоминаю эти эмоции, думаю, надо же, мы это творим, мы это делаем. Мы отличаемся тем, что мы создаем продукцию, песни с нуля. У нас есть своя дорога. И вот эта дорога — это фестиваль «Узгариш Жили. Ветер перемен». Национальная эстрада всегда была очень популярна в Татарстане. Татары с детства знали сотни песен на родном языке. Татарские песни звучали с экранов телевизора, их слушали по радио в автомобилях и маршрутках. Концерты татарских исполнителей собирали полные залы. Однако уже в 2000-х стало заметно, что интерес к татарской эстраде идет на спад. Необходим был мощный рывок вперед. И возникла идея: что если пригласить в Татарстан лучших международных специалистов по постановке голоса, аранжировщиков, хореографов, режиссеров, и с их помощью сделать татарский эстрадный проект мирового уровня? Сколько может это продолжаться вот в таком состоянии? Эстрада татарская представлена, что стыдно, показывать нечего. На это высказывание президента я, естественно, среагировал. Ну, в любом случае, я удивлялся, почему годами не происходит никаких изменений в этой части, потому что об этом говорили действительно многие люди. Президент все это так слушал, потом так: вот ты сделаешь. Говорит, вот ты сделаешь. Так и появился фестиваль «Ветер перемен». Фестиваль «Ветер перемен» получил поддержку президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Команда собралась мощная. Проект возглавил Рауфаль Мухамедзянов, директор оперного театра, джазовый пианист и один из лучших музыкальных менеджеров республики, которому удалось вывести татарские оперу и балет на мировой уровень. Музыкальным руководителем проекта стал знаменитый музыкант, трубач-виртуоз Вадим Эйленкрик, который приехал в Казань вместе со своим оркестром. Оркестр непростой. Каждый музыкант здесь – звезда с яркой индивидуальностью. Это вызов. Делать то, что до тебя никогда никто не повторял, это всегда вызов. И я прекрасно понимал, насколько опасно начинать этот проект. Я представляю, какое количество хейтеров, людей, которые вот ждут, и вот чтобы выплеснуть всю свою желчь, ждет, чтобы ты оступился. Педагогами по вокалу выступили Алексей Коробков, музыкант известной группы «Воскресенье», работавший с Игорем Николаевым, Ларисой Долиной, Владимиром Пресняковым, а также Ксения Коробкова, певица, полуфиналистка шоу «Голос». Меня зовут Ксения Коробкова. Это вот Алексей с такой же фамилией, как у меня. Ну, вернее, у меня, как у него. Теперь так, да. На проекте мы занимаемся непосредственно вокальной частью, подготовкой вокальных номеров, адаптации стилей. Хореографом фестиваля «Ветер перемен» стал знаменитый танцор Сергей Мандрик, постановщик ведущих телешоу на центральных каналах.
Когда-то это все начиналось с «Фабрики звезд», «Золотой граммофон». Вот из года в год, уже не знаю, больше 10 лет, по-моему, я им занимаюсь, как хореограф-постановщик. Замечательная программа была у нас сейчас, к сожалению, она закрылась, «Достояние республики» на Первом канале. Последний проект был это «Точь-точь», тоже на Первом канале. Возвращаясь к этим проектам, они были все по-своему здоровские, интересные. То, чем сейчас я буду заниматься, для меня лично очень интересно. То есть интересно, потому что это немножко другое, нежели я занимался последние 5-6 лет. На должность режиссера пригласили всемирно известного оперного постановщика Юрия Александрова. А одна из главных вдохновительниц проекта, знаменитая оперная певица Венера Ганеева, приняла на себя ответственность за татарское исполнение песен и постановку правильного произношения. Вместе они поставили перед собой задачу – вывести татарскую эстраду на качественно новый уровень. Xayrli kiş, hürmetli тамашачылар. Xayrli kiş, qadrli dostlar. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте, дорогие жители Казани и гости столицы Татарстана. Biz sizni ikinci Uzgarajili Tatar Jiri festivalinde kaynar selamlaymiz. Особенность фестиваля «Ветер перемен» в том, что это не просто конкурс готовых песен. Здесь создается принципиально новый продукт, от музыкальной аранжировки и постановки голоса до разработки внешнего вида артиста и постановки эстрадного номера. Материал отбирает группа специалистов во главе с генеральным продюсером, а затем песни отправляются на обработку аранжировщикам. Для участия в фестивале приглашаются несколько десятков исполнителей не только из Татарстана, но и из других городов и даже стран. Большинство из них сами являются артистами татарской эстрады, хотя есть и такие участники, которые не владеют татарским языком. Им приходится ставить произношение и учить песню с нуля. И здесь тоже краткий знак. Тоже, У потяни подольше, да? Да. Хорошо. Да. Ну, конечно. Мы же должны... Похоже на татарку? Похоже. Скоро татарша будешь разговаривать вообще. В дальнейшем с артистами работают режиссер, хореограф, специалисты по стилю и визажисты. Но самая сложная задача – это постановка голоса и манеры исполнения, поиск современного звучания песни. Поиск постоянно, каждую минуту, каждый час. Новые аккорды, альтерации. То есть все ищется, все в поиске находится. Основная задача – изменить вот такие вещи, как ритмическая организация, гармоническая фактура, стиль, манера, но сохранить характер песни. Мы пытаемся с ребятами найти какие-то компромиссные решения, чтобы, не изменив в худшую сторону непосредственно вот этот музыкальный язык татарской песни, добавить какие-то еще средства, которые бы могли быть восприняты более широкой аудиторией. Скажем, не только в Татарстане, но и, например... Да где угодно, ну скажем, и в Европе, и в Европе, и в Москве, то есть...
у тебя вот этот такт еще есть, где ты тянешь эту картошку. Получается, что перед вторым куплетом дополнительный такт. Ну, мы тебя сдирижируем. Ты просто, когда ты это все получишь, ты послушаешь и побрезгуй разочек еще брать, потому что, чтобы ты знал эту форму хорошо, потому что, может быть, она коротенькая, что-то будем вставлять, менять. Мы стараемся сделать так, чтобы все-таки песню все узнавали. Что-то там внести, какую-то красоту, какую-то европейскую, может быть, там, импровизацию. После того, как мы сделали свое видение, мы либо его доводим до какого-то, чтобы это нравилось нам с точки зрения музыки, и чтобы все равно там оставался этот знаменитый татарский мон, либо иногда, да, бывают композиции спорные, бывают спорные композиции, к которым приходится откладывать или возвращаться к ним потом. Вот, Руфай Садович, у меня есть предложение. Вот, чтобы оставить эту тему, да, и чтобы сделать так, чтобы уйти из-под огня, в случае чего. Действительно, давайте начнем с какого-нибудь там... Подождите, вот вообще какой-нибудь вальс нафталинный сделаем в скрипках. Вадик говорит, типа, нет, это не годится. Выходят тогда гармонисты, играют ее как-то по-настоящему. Хочется быстрее. И тут начинается вот эта история. Когда мы покажем ее в натуральном изложении гармонистов, потом нам уже простят. Стоп, Люси. У нас в Татарстане так поют практически в каждом дворе. Люся, скажи, как бы ты спела эту песню у себя на родине в Италии? Хорошо. Что касается конкретно Апипы, вот мы сейчас убрали текст, и мы оставили просто на тра-ла-ла, например, или написали тот же текст на английском. Вот я считаю, что выпуская завтра вот в том виде эту песню, пусть она даже уже не Апипа, а любая другая песня, вот в том виде мы выпускаем, и это хит в любой стране мира. Мы должны приучать людей чуть-чуть идти вперед даже. Поэтому единственное, почему мы взяли итальянку, потому что, понятно, что им более простительный. То есть публика, которая очень консервативная, которую, я вам скажу, к ней, наоборот, будет снисходительно относиться. И на самом деле, я вам скажу, это, на мой взгляд, было это очень убедительно. Хотя есть категория людей, которые говорят, зачем это нужно было делать? Люси Кампетти, Италия. Чтобы четче, чтобы барабаны были более такие прям хлесткие. Они не хватает, они жесткости. Жесткости, да. По снеру посильнее. Мы Jukebox Trio. Широко известные в узких кругах трио.
Да, исполняющая музыку без инструментов. У нас есть битбокс Илья, Гарик бас, и я тот, кто стоит по центру и поет слова. Я занималась с группой «Джукбокс». Они поют «Камбурана». И этот мальчик, ну, пусть он не здесь живет, но у него настоящие татарские мелизмы. Вы понимаете, я была удивлена, я поправила его текст. А то, что я ему напела, и он тут же повторил это. Вы понимаете, настолько здесь талантливая молодежь, что вот им вот я показала, как нужно, и он тут же повторил. Ну, это сейчас будет звучать в один микрофон. А потом подклейте, наверное, да, так это? Я думаю, что это будет просто бомба, когда они исполнят это «Камбурана», что они поймут, что, оказывается, даже в такой стилистике можно исполнять и получить полный кайф. Важно, что фестиваль «Ветер перемен» проходит в здании оперного театра имени Мусы Джалиля. Это особое место, которому присуща своя неповторимая атмосфера большого искусства и высокого творчества. Ну а кроме того, оперный театр – это безупречная акустика, большая сцена, оснащенная самым современным оборудованием. Это возможность строить сложные, большие декорации, использовать самые смелые спецэффекты, игру с проекцией, светом и цветом. Вы должны понимать, что мы находимся в оперном театре. Здесь все должно быть немножко иначе. Не случайно режиссером фестиваля был приглашен знаменитый Юрий Александров, лауреат «Золотой маски», автор зрелищных постановок на самых престижных оперных сценах мира. Он уже ставил ряд спектаклей в Казанском оперном театре и хорошо знаком с его возможностями. А задача перед режиссером стояла непростая – собрать воедино все компоненты фестиваля, все песни и сделать из них цельное произведение. Задача с 1000 неизвестными, вот, которые мы решаем. Бывает, и появляется номер, и какой-то, и он переворачивает всю выстроенность, и потому что он становится, допустим, кульминационным. Режиссер – это такая, вот я вам скажу, такое незаметное влияние на всю эстетику продукции, которая существует на сцене. Без него не существует. Ну, я думаю, мы стараемся прежде всего компоновать наш, я хотел бы сказать, спектакль, может быть, даже, да, по такой контрастной линии, чтобы номера и констатировали, и мы как бы имели возможность вот нажимать на разные душевные какие-то
педали. Подготовка фестиваля длится целый год. Как только завершается один фестиваль, сразу начинается работа над следующим. Но ни певцы, ни команда фестиваля не могут находиться в Казани постоянно. Кроме того, на сцене оперного театра тоже идут спектакли. Поэтому репетиции проходят сменами, в определенные даты, когда все участники собираются вместе. Мы стараемся в проект включить такое разнообразие стилей, что я убеждена, что человек любого возраста, любого социального положения, статуса может найти себе что-то по своему вкусу. У нас громадный пласт, который у нас был песенного творчества 60-х, 70-х, 80-х годов. То есть мы имеем очень красивые мелодии и замечательные такие хорошие проникновенные тексты. С другой стороны, мы имеем громадное количество народных вещей. Поэтому мы изначально отобрали для себя более сотни песен, и мы из этого списка так берем ту или иную вещь. Татарская музыка удивительно лиричная, причем и мелодически лиричная. Моя любимая мелодия татарская – это «Сим сазаны унайды». Я безумно хочу, у меня эта музыка, у меня эта мелодия постоянно в голове. Я даже иногда не могу уснуть, потому что я представляю, как бы я ее сыграл. Мне очень хочется верить, что в этом году мы подготовим оркестровый инструментальный номер, и я буду сольно играть «Сим сазаны», потому что она какая-то сказочная. Она для меня просто какая-то абсолютно вершина какой-то мелодизма, романтики.
Вадим Айленкрит. В ноябре команда фестиваля «Ветер перемен» выходит на финишную прямую. В этот период спектакли в оперном театре уже не проходят. На сцене собирают огромную, технически сложную декорацию для концерта. Она будет разобрана только после окончания фестиваля. В этот раз мы подумали о том, что и должна быть более урбанистическая декорация и более такая стильная. У нас очень много песен, где не только фактура, мелодия, но и сама организация, очень такая конструкция очень четкая. И мы искали именно это, вот такого выстроенности этого города, в котором развивается эта мелодия. И в этом смысле, конечно, Виктор Герасименко замечательный художник. Он очень тонко чувствует пожелания режиссера и ту тему, которую мы начинаем разрабатывать. Это современная городская молодежь. То есть там есть конкретные вещи, которые действительно нужно делать, а есть которые такие, пограничные. Вот я начну с тех, которые, наверняка... Железняк, да. А это пока оставлю. История сама по себе такая неоднозначная. С одной стороны, народные песни, с другой стороны, они совсем иначе интерпретируются. И с хореографией все точно так же состоит. Весь концерт взаимосвязан между собой. Это любовь к истории, к народному творчеству, наверное, в первую очередь, любимым песням. Ну и сквозь эту историю мы пытаемся сделать какой-то некую визуализацию вот этого всего. Есть история общего проекта. Рафаэль Савельевич определил тетрадь, которые он бы хотел, чтобы были использованы в них хореография. Дальше уже я делал некие предложения, то есть у меня есть внутренний какой-то мой видеоряд, как я себе это представляю. В принципе, с ним и Рафаэль Савельевич, и режиссер проекта все согласились. В принципе, дальше осталось сделать за тем, чтобы всю эту историю сделать, потом привезти сюда, ввести артистов и плюс выставить правильный свет. Фестиваль «Ветер перемен» — это не только работа с музыкой, это еще и шоу, в котором большую роль играет макияж и сценический образ артистов. Над этим работает большая команда профессионалов и стилистов. На этом проекте я и моя команда создают мейкап, образ. Работаем мы не первый год и уже как-то влились, так скажем, в команду, с которой мы сотрудничали не первый год. Сцена, это не просто клиент, который пришел к тебе накраситься. Здесь другое направление, так скажем. Каждому исполнителю подбираются сценические костюмы от самых престижных мировых брендов. Кстати, после фестиваля эта одежда и аксессуары остаются у артистов. После того, как мы с тобой уже так поработали, после того, как ты вышел в определенном образе, с хорошей песней, естественно, с хорошим материалом, с хорошим мейкапом и хорошей одеждой, ты уже дальше не можешь себе позволять абы как одеваться и абы что петь. Поэтому это, естественно, качество, уровень, то есть ты повышаешь свой уровень и не можешь опускаться ниже. Для меня это все новое. Это как себя вести, как себя подавать, что одевать, что говорить, как произносить, как петь, как не петь. Огромный фронт работы сделан. Сейчас идет другой этап, пойдет. Это нужно красиво одеть наших артистов, обуть их, и придумать их образы. Расстегнись. Пиджак спустился, расстегнул, да, руки в карман. Ты же, дай как ты живой. А затем на сцене оперного театра проходит дефиле. Продюсеры и режиссер смотрят, как костюмы и платья смотрятся в движении и в свете софитов. По результатам смотра некоторые образы могут быть изменены. Миранов. Майкл Джексон. Нет, у него есть номер с балетом и без балета. Вот под балет вот это подойдет. А без балета тот, который с майкой.
Майкл Шапкин. Ну, Отлично. лирический. Здорово. А? Очень мальчиковато. Так получилось, что на проекте мне отведена роль бродвейской дивы, назовем это пафосно немножечко, да? Мы представим такую, знаете, татарскую вечеринку Гэтсби. Это будет феерично, это будет блестяще, это много света, много поэток, от гламура будет рябить в глаза, но без перебора. Первый фестиваль «Ветер перемен» прошел в 2016 году и вызвал настоящий ажиотаж в Татарстане. Эстрадное шоу такого масштаба было реализовано впервые, и знакомые песни здесь прозвучали по-новому, очень современно. С другой стороны, реакция зрителей была разной. Некоторые критики посчитали, что аранжировки и исполнение некоторых песен слишком необычные, и в них теряется привычное татарское звучание. Кто живет в Татарстане, у них глаз замылен. То есть, какую бы песню не взять татарскую, они все равно ее сделают так, как она есть. В этом и основная задача и прелесть вот всего того, чем мы занимаемся, чтобы здесь, на территории Татарстана, татары почувствовали, да, татарстанцы, почувствовали бы новое дыхание собственной музыки за счет новых аранжировок, а люди, которые не имеют отношения, да, к культуре, почувствовали бы, что этим языком, к которому они привыкли, можно выражать и вот такие вот этнические мысли. Вот здесь как раз происходит вот то чудо, которое вот в настоящее время, оно самым является необходимым для того, чтобы немножко, скажем, открыть глаза нашим зрителям, нашему народу, что песня, она может быть и в таком ракурсе исполняться. Ксюша Коробкова, русская, из Курской области, девушка, которая никогда по-татарски, понимаете, и как она это проникновенно спела «Суббулап», это классика наша татарская.
Шупшин татар қызы болып қойған Ксения Коробкова. Ксения Рахимит. Ксения Коробкова, Москва. Мир прекрасен, музыкальный мир прекрасен именно огромным количеством заимствований, которые, попадая в какую-то культуру, безусловно, ей переосмысливаются и становятся чем-то своим. Дело в том, что аутентичная татарская песня, она мало того, что она имеет место быть, она и есть, и будет, и она никуда не денется. Это эксперимент. Да, то есть проект, мы не пытаемся полностью заменить всю эту вот аутентичную не культуру. до основания, а затем. Знаете, я за эту интеграцию всегда. Я за интеграцию в мировую культуру с сохранением какой-то татарской стилистики. В 2017 году концерт «Ветер перемен» был повторен трижды. И во все дни Большой зал оперного театра был полностью выкуплен. Не было ни одного свободного места. Посмотреть представление пришел сам инициатор проекта, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В зале были первые лица республики, министры и деятели культуры. После концерта президент подтвердил: третьему фестивалю «Ветер перемен» в 2018 году быть. Мы настолько уже прониклись вот этой татарской, народной, классической и авторской музыкой, что сегодня уже как бы я, допустим, не мыслю Казань без этого проекта. Моя личная цель в этом проекте — сделать так, чтобы любой человек, любого цвета кожи, он, когда вот услышал то, что мы сделали, чтобы он сказал: да, это искусство. Целевая аудитория вот этого проекта, на мой взгляд, любой человек, интересующийся музыкой. Любой. И вот того, кто не целевая аудитория, нет, таких людей, на мой взгляд, нет. В борьбе побеждают лучшие. И на сегодняшний день я могу сказать, что этот концерт, он победит. Потому что он уже побеждает. Очень большой резонанс тому доказательство. Когда уже эти концерты показывали по ТНВ, отношение к этому фестивалю изменилось у многих людей. Зря мы не сходили на этот концерт. Говорят, совершенно другую информацию нам доносят, поэтому нужно своими глазами увидеть, услышать то, что творится на сцене. Это просто чудо. Сейчас мы будем отдавать все это. Рестораны, радио. Там, где публично находится большое количество людей. Представьте, на рынке каждый год будет появляться такое количество песен. О композиции, о музыке узнают люди только тогда, когда они будут за нее голосовать, покупая треки в интернете или покупая билеты на концерт. Знаете, я считаю, что это огромный шаг в татарской музыке не только на татарской эстраде, а вообще на мировой арене, потому что татары, они везде, по всему миру. И я более чем уверена, что все следят, все смотрят, и все мечтают попасть сюда. То, что сделали эти люди на сцене, я вам скажу, художественный потенциал громаден, и он является уже каким-то источником для того, чтобы люди стремились к этому направлению, к этому типу, чтобы эта музыка была востребована. Мы видим эту реакцию. Что такое фестиваль «Ветер перемен»? Это не просто концерт, состоящий из нескольких десятков номеров. Это глобальный проект по изменению облика татарской эстрады, плоды которого станут видны спустя годы. Дело даже не в том, что песни с фестиваля получат распространение на телевидении, радио, в интернете, что их будут петь сами артисты. Главное, что десятки перспективных молодых исполнителей научились работать в совершенно новом, современном формате, задали для себя новую планку качества.
Наверное, большинство из них уже не смогут мириться с примитивными аранжировками, петь под синтезатор и выходить на сцену в неактуальном образе. А зрители убедились, что татарская музыка может звучать современно и качественно, ничем не уступая европейским и американским исполнителям или топовым проектам федеральных каналов. Возможно, кому-то современное звучание татарских песен кажется непривычным, но понимание нового не приходит сразу. Время не стоит на месте, ведь он уже дует. Ветер перемен. Я считаю, что вот с каждым из вас, я считаю, что мы уже родители, у нас действительно какие-то особенные отношения. Мне хочется верить, что это все продолжится, мы будем ближе, лучше, дальше, больше и вообще во всех отношениях. Я вас очень люблю, спасибо вам, что вот я в этом проекте, потому что на самом деле, да, мы, в общем, оркестр-то очень хороший, и мы хорошо играем, но без вас бы не было бы этого проекта, поэтому спасибо вам, что мы здесь. Я вам скажу, каков результат второго фестиваля, это то, что будет третий фестиваль. Вот если бы результатов не было, то третьего фестиваля бы не было. Вот это результат. Кстати, простой пример. Сидел президент Минниханов, и я никогда не видел на его лице такой широкой улыбки. Мне кажется, что это и есть, вот, это и есть воздействие искусства. Когда человек вот, совершенно явно в этот день он получил вот самые лучшие эмоции, которые только могут быть. И, значит, в этой музыке было искусство, и, значит, там был татарский мон.
Yaşlarını bölen kilisine mina, kilisine mina. Seni bir